Сегодня в историческом парке «Россия. Моя история» проходит торжественное мероприятие. Сегодня мы отмечаем важный, значимый праздник для нас всех – День государственного флага Российской Федерации. Я нигде другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. С Днем государственного флага нашей любимой страны России. Сегодня вся страна, все дружественные государства отмечают необычный день, День флага государства Российской Федерации. Здесь есть люди в возрасте, которые пришли со своими детьми, со своими внуками. И сегодняшнее мероприятие будет показательным для молодого поколения, что существует правовое, конституционное правопреемство. Вот 67-й прим со значком прим статьи прямо указано, что сегодняшнее российское государство правопреемник Советского Союза. И сегодняшнее мероприятие, я считаю, очень актуальное, нужное, особенно для молодого поколения. Сегодня у нас состоялось очень хорошее мероприятие, которое называлось «Гордо реет флаг российский». В этом мероприятии приняли участие все, и ветераны наши, и молодежь, и совсем маленькие дети. Все прочитали стихи о российском флаге, услышали песни. Поздравляю всех с Днем государственного флага Российской Федерации. В историческом парке «Россия. Моя история» проходит выставка без срока давности, на которой у нас представлены различные экспонаты, которые рассказывают о преступлениях коллаборантов в годы Великой Отечественной войны, а также о преступлениях киевского режима, выявленных в рамках специальной военной операции. Здесь у нас представлены свидетельства преступлений украинских нацистов на Донбассе со слов мирных жителей, которые непосредственно подверглись зверствам украинского режима. В рамках нашей выставки вы можете увидеть различного рода оригинальные экспонаты, подтверждающие нацистскую сущность киевского режима, уходящего корнями в годы Великой Отечественной войны. Также вы можете ознакомиться с архивными данными, рассказывающими нам о преступлениях коллаборантов в годы Великой Отечественной войны. Мы приглашаем вас в наш исторический парк «Россия. Моя история» посетить выставку без срока давности. Вход свободный. Выставка «Дальневосточный финал. От войны к миру», посвященная 80-летию окончания Второй мировой войны. Советско-японская война 1945 года, несмотря на свою скоротечность, остается малоизвестной для многих людей. Сотрудники музейно-мемориального комплекса «Победа» провели масштабную научно-исследовательскую работу, результатом которой стали рассекреченные документы из федеральных архивов. На самом деле я благодарна, что в моей жизни случился такой опыт. Но вот мультимедийная выставка такого масштаба – это первый раз. И на самом деле действительно, когда авторство от названия выставки и до самой реализации, это очень здорово. Конечно, я выставку делала не одна, но концепция разработана действительно мной. И я благодарна нашему коллективу, что они мне оказали всяческую поддержку и помощь именно в реализации этой выставки. Посетители увидят материалы о преступлениях японских милитаристов на Южном Сахалине, Токийском и Хабаровском трибуналах. Экспозиция расскажет о Маньчжурской операции, Южно-Сахалинской и Курильской десантных операциях, медиках и военных фотографах. Проект представлен в историческом парке «Россия. Моя история».
Столетию золотодобычи в Якутии компания «Полюс» совместно с Политехническим музеем города Москвы представляют выставка «Золото рядом». Очень важно, что компания «Полюс» откликнулась о том, чтобы воплотить эту историю именно в Якутии. Как каждый себя может найти, например, в этой профессии. С удивлением узнает, что золото есть у каждого из нас, кто даже держит сейчас в руках планшет, телефон. Многие микросхемы сегодня содержат этот драгоценный металл. Что такое 1 тонна золота? А на самом деле вот этот куб со стороной всего лишь 37 сантиметров – это целая тонна золота. Сегодня золото – это не только украшение, но и важнейший элемент высоких технологий. Узнайте, как добывается золото и как оно влияет на нашу жизнь. Исторический мультимедийный центр «Россия. Моя история. Якутск». История в каждом слитке. Представьте, Петербург. Холодный весенний день. Император Александр II, освободитель, реформатор, человек, который изменил ход российской истории, едет в своей карете по набережной Екатерининского канала. И в этот момент происходит взрыв. Бомба, брошенная народовольцем, оборвала его жизнь в один из самых значительных моментов в судьбе царя и всей страны. А ведь он начинал с великих надежд. В 1855 году, когда Александр взошел на престол, Россия была истощена, проиграла Крымскую войну, стояла перед кучей нерешенных проблем. Но именно он сумел многое изменить. Подарил стране эпоху оттепели, провел важнейшие реформы, включая отмену крепостного права. Но и врагов у него было достаточно. На него покушались не раз. В Париже, в Петербурге было очень много экстренных ситуаций. Пытались взорвать его поезд и даже подорвали Зимний дворец. Но в тот роковой день удача отвернулась. Народовольцы добились своего. Но какова ирония судьбы? Александр II погиб в тот день, когда готовился дать ход проекту конституционных реформ. 144 года прошло с того момента, но его имя до сих пор остается в истории России как человека, который хотел изменить Россию. Исторический парк «Россия. Моя история» представляет мультимедийную экспозицию «Романовы». «300 лет правления Романовых. Воцарение новой династии. Смута. Церковный раскол. Бунты 17 века. Развитие культуры и образования. Вхождение Якутии в состав России. Здесь вы узнаете, почему именем Петра была названа целая эпоха. Эпоха наполеоновских войн. Отечественная война 1812 года. Информация у нас представлена в увлекательной и интерактивной форме. В данной экспозиции также присутствует региональный контент, посвященный истории Якутии. Это и многое другое вы можете узнать, посетив нашу экспозицию. Ждем вас в историческом парке. В рамках всероссийской акции «Ночь кино» мы провели собственное мероприятие, которое решили назвать «Ночь кино-2025. Якутская романтика». Сегодня у нас было очень много мероприятий. Это и VR-экскурсии, это и иммерсивные экскурсии от проекта «Голос внутри». Это и иммерсивный кинопоказ первого фильма, который нам очень... За это мы благодарны Сахафильму, предоставили для некоммерческого показа фильм «Минатом топтал», который зрителю, нашим посетителям очень понравился, ввиду того, что еще и сам кинопоказ проходил в очень интересной обстановке.
иммерсивной. То есть зрители наши надевали наушники и прям погружались, собственно, в кино. Мы с вами представляем иммерсивный проект «Голос внутри». Иммерсивный проект «Голос внутри», то есть вас не отвлекает шум города, вас не отвлекают какие-то бытовые вопросы. Вы забываете обо всем, полностью погружаетесь только в сам процесс. Помимо всего прочего, у нас проходили квизы. Прошел один квиз, на котором собралось очень большое количество команд, 14. В каждой команде у нас было по 5-6 человек. Помимо всего прочего, гвоздем программы стала, конечно же, встреча с создателями фильма «Мой парень Айдол». Это продюсер Айсен Ануфриев-Аранский, режиссер Аял Струкин и, конечно же, один из главных героев фильма Эрхан Попов. Они рассказали много интересного, собственно, о закулисье съемок, получается, как они этот фильм снимали, какими дорамами вдохновлялись во время съемок своего фильма. В таком формате мы участвуем первый раз, и то, что оно вот так вот проходит, это похвально, и то, что людей столько навалило, тоже очень классно. И место, в принципе, очень хорошее. Потому что мы очень простые ребята. Мы давно мечтали снимать кино, давно хотели что-нибудь такое вот для зрителей, для людей. Ночь кино для исторического парка традиционно. Мы его проводим каждый год. И мы с удовольствием вас ждем в следующем году. В историческом парке «Россия. Моя история» вы не только можете посетить мультимедийные выставки и различные мероприятия, но и приобрести на свой вкус книжную и сувенирную продукцию в музейном магазине. Здесь вы найдете многообразие товаров, включая новинки об истории Якутии. Ждем вас в историческом парке «Россия. Моя история» по адресу Уткина, 5.